Вы были созданы как элитное сообщество, и, в общем-то, у вас это элитное ядро сохраняется, но вы потом каким-то образом расширили свою деятельность. Скажем, студенчество появилось, молодежь. Вот как вы пришли к идее необходимости привлечения других кругов к вашей деятельности? Как это началось? Ну, у нас это все постепенно. В смысле, первый, значит, клуб «Гиппократ» у нас уже был в 98 году. И первое собрание офицеров тоже в 98 году оно уже было. Вот. У нас тогда вот приезжал в Москву к нам, он тогда исполнял обязанности министра МВД, значит, Владимир Алексеевич Федотов. Это после Искандера Галимзяновича. Вот какой-то там период был, год, по-моему, полтора, вот. И вот, значит, мы тогда уже начали офицерский состав молодой татар, значит, собирать между собой, да, силовых структур. И начали вот этих врачей тоже мы собирать, конечно, да, тогда. Но постепенно вот у нас лет 6 назад клуб «Масштаб» организовался, вот 3 года назад у нас организовался «Татар-мафия», вот больше 500 человек, сейчас там у них отдельный Пожалуйста, сайт. людей не пугайте, «Татар-мафия», объясните, пожалуйста. Да, это очень интересная игра настольная, и то, что они сделали свой разговорник, и через эту игру они учатся татарскому языку, «Татар-мафия» называется. И вот, значит, «Татар-мафия», это все идет, влечет к татарской среде. Если, например, девушка, парень и в поход ходит с татарами, и «Татар-мафия» играет, и куда-то на концерты ходят, в татарской среде находится, да? И поэтому отсюда идет вопрос ассимиляции. Многие женятся, вот у нас только в штабе вот где-то 10 человек женятся в год, например, да, в татар-мафии женятся, да, несмотря что татар-мафия, да, мафия на мафии женится, вот. Поэтому, значит, вот это вот с этой точки зрения. Вот. Ну а то, что нашего штаба разносторонний, вот мы, значит, смотрели, у нас в штабе, если взять вот военных, мы собираем отдельно, вот силовые структуры у нас есть, значит, какой-то депутатский корпус иногда собираем, кого-то вот мы, по нашим данным сегодня, например, и взять из всего количества, у нас есть 17 человек, которые с нами общаются непосредственно, которые раз в месяц, раз в 2 месяца общаются с первым лицом. Да? Или они бывают у него на совещаниях, или они бывают у него на коллегии, или они, значит, непосредственно с ним общаются. Поэтому, конечно, здесь ведь еще одно дело быть, а второе дело соответствовать, и третье дело не подвести. Вот вы сказали про критику. В штаб идет много критики с разных сторон, да, но мы не можем отвечать на эту критику, мы не можем в эти скандалы ввязываться, потому что мы продолжаем дело Табеева, у нас люди общаются значит, с первыми лицами государства, да, у нас люди из силовых структур много, мы не можем никак отвечать на эту критику. Вот поэтому в данной всей критике уже вот всегда в роли того Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Да. Это хороший тезис, но я вижу, что вы все-таки вот клубный характер деятельности ваш сохранили. У вас это все-таки такой неформальный клуб получается, правда, очень обширный на самом деле. Потому что вот судя по тому, что вы перечислили, у вас есть разные направления деятельности. И, конечно, я по опыту знаю, что молодежное направление для вас очень важно. И у меня знакомы некоторые лица, которые там у вас занимаются этими делами. Но вот как вы считаете, в условиях Москвы для самосохранения, для идентичности, что еще нужно сделать? Ну, для сохранения идентичности, все это значит, мне бы хотелось большее влияние, например, вот руководства Татарстана, руководства Башкирии, да, больше, значит, вовлекать их в жизнь Москвы со студентами. Вот, или это обмен кадрами, сборы, что-то, значит. Вот насколько резонансными бывают встречи президента Татарстана с молодежью. Они бывают несколько раз всего, 1 раз, 2 раза, но они бывают резонансные. Вот, и поэтому они, значит, вот он приезжал после языкового кризиса, да, Рустам Нургалиевич, вот, разговаривайте на татарском языке.
Не можете разговаривать. Как можете разговаривать? Да? Вот он дает установку, вектор дает какой-то. Вот такие встречи бы побольше нам. Раз. Второе, значит, чтобы Министерство культуры Татарстана, Башкирии вот этим вопросом тоже прониклись бы, да, прониклись. Министерство молодежи вот созданное здесь и в Башкирии, также, чтобы они занимались татарской молодежью в Москве студентами. Вот. И какие-то студенческие, вот, допустим, при ВКТ есть молодежная организация, в Башкирии есть там молодежная организация. Вот, чтобы больше было вот этого вот сотрудничества, общения с молодежью Москвы. Ведь в Москве же огромное количество вузов, огромное количество студентов. Вот, например, я не вижу, чтобы они были вовлечены в какую-то общественную жизнь Татарстана, например, или Башкирии. Вот. По Министерству культуры, чтобы их привлекало, по обмену мнениями какими-то. Вот это вот Министерство просвещения, например, да? Вот, значит, почему бы, например, Татарстану не открыть в Москве 10 подшефных детских садов татарских и яслей? Ведь это не так сложно. Вот 10 татарских яслей, детсадов завтра открывает правительство Татарстана. То же самое открывает правительство Башкирии. Вот мы не разделяем. У нас многие мероприятия, сайты татаро-башкирские. Татаро-башкирские. Поэтому здесь вот, пожалуйста, вот такое что-то сделать. Ну, я с вами согласен. Это важный тезис. Почему-то не только Татарстан, сами татары, они как-то вот земляческие связи недостаточно развивают. Это старое наблюдение у меня есть. Ведь у многих, скажем, среднеазиатских тюрок, которые сейчас уже стали независимыми, есть в крупных городах, вузовских особенно, свои землячества, и они очень активно курируются их дипломатическими службами, то есть они буквально прикреплены. Вот Татарстан, конечно, занимается этим недостаточно, я здесь согласен. Надо каким-то образом молодежь держать вокруг Татарстана нужно, я считаю, особенно выходцев из татарской среды, из Татарстана. В принципе же это люди, которые там обучаются, потом многие могут вернуться к нам, как наши кадры. Или наоборот, мы отсюда можем подготовить кадры и куда-то отправить, но через них можем влиять на другие регионы и на другие круги. Я думаю, что здесь я с вами согласен, и работу, конечно, активизировать надо. Что касается вот образовательной сферы, там детских садов, конечно, Татарстану, наверное, трудно будет такую операцию проделать, но если так серьезно вдуматься, я думаю, что здесь ничего такого невозможного нет. В принципе, Татарстан имеет хорошие связи с Москвой, давние, и мы могли бы как-то вокруг этого дела построить конкретное направление нашей деятельности. Здесь, я думаю, что вот вы должны эти ваши мысли специально делегировать и для руководства Конгресса татар, потому что это фактически Конгресс татар тоже должен быть озабочен этим, как продвижение татарского дела. Конечно, у вас есть серьезные круги, связанные с МВД, старшие офицеры там присутствуют. Но вот у меня часто возникает вопрос, а у вас есть объединение богатых татар вокруг вас? Ну, богатых татар, к нам приходят очень многие богатые татары, очень богатые татары приходят. Но у нас вот как вот здесь вместе пробудить бизнес называется, да? Вот пробудить его в Казани, в Уфе, в Москве, чтобы какие-то наглядные примеры. Вот в царское время все равно же больницы строил, кто-то театры строил, дома престарелых, да. Вот как-то нужно пробудить бизнес. Есть у нас богатые татары, значит, мы тоже с ними общаемся. Что касается партии, вот первая партия, которая была, она называлась «Медведь», по-моему, да, или как она была до «Единой России», это же все организовано в штабе. В штабе у нас познакомился Шаймиев, Карелин и Шойгу, и, значит, Карелин, Лужков. Да? Это все было в Китай-городе. Они создали партию, это все было у Анатолия Ивановича Козлова. Потом они еще раз встретились, у Козлов их организовал эту встречу. И вот оттуда пошла первая партия. Это все было организовано в ДЛ-16 в Китайгородской стене. Первые вот эти встречи.
Поэтому мы изначально стояли у истоков Единой России, уж будем так говорить, да, но, значит, Но они уже забыли об этом. они об этом забыли, да, вот. Ну, значит, как здесь создать бизнес-клуб какой-то, вот это, конечно, хорошая идея, может быть, какие-то взносы, но у нас при штабе много коммерческих структур, вот у нас был 2 года назад случай, на ифтар, например, мы собирали деньги, у нас уже все было оплачено, а это же несколько другие деньги, поэтому мы многим отказали даже. Мы не взяли деньги на ифтар, потому что у нас было все. Мы в год проводим до 10 ифтаров. Мы все-таки вот и с тюркскими народами, и с башкирами. Так вот за счет, значит, финансовых каких-то структур, которые созданы были при штабе. Вот. Ну, таких людей как-то объединить, как-то это сложно, конечно. Дело сложно, непростое, но да. идея очень хорошая, да, идея очень хорошая. Потому что и политическая деятельность, и вот объединение бизнес-кругов, конечно, без идеологии невозможны. Если есть какие-то общие взгляды, общий подход к дальнейшему развитию, тогда я думаю, что и народ бы подтянулся, и бизнес бы по-другому посмотрел на наши общие проблемы. И поэтому вот я считаю, что одна из глобальных задач для татарского мира, в том числе и для татарского штаба, это вот разработка наших дальнейших идеологических трендов. Как татары впишутся в будущее России и как мы сможем влиять на будущую трансформацию российского общества. Я думаю, что трансформация российского общества неизбежна, потому что сейчас уже подросло молодое поколение, которое иначе мыслит, чем, скажем, вот наше поколение. Мы уже отчасти люди, которые находились периоде перестройки, потом вот 90-2000 годы немножко там другая жизнь была, а сейчас я думаю, что грядут новые времена, и вот мне кажется, татары должны быть готовы к этим будущим изменениям. Поэтому, Рустам Эфенди, я желаю татарскому штабу дальнейшей успешной работы, и мы готовы с вами сотрудничать. Я думаю, что и в Татарстане взгляд на татарский штаб поменяется рано или поздно, и, может быть, вы сможете быть более тесно вовлечены в общие дела, скажем, в рамках Всемирного конгресса татар. Там очень много организаций присутствует, и, на мой личный взгляд, как члена Миллишура, татарский штаб является достаточно продвинутой организацией, и он точно должен находиться внутри конгресса татар. Спасибо за то, что вы с нами встретились и поговорили. Спасибо.